Іван Кравцов, секретар Координаційної ради, один з керівників штабу Віктора Бабарику у 2020-м. Привітання, Іван. Вечір добрий. Привітання. І в 2025-м штаб Бабарика ще існує. Я сподіваюся, може і хутка ён вийде на волю, як і Марія Колєснікова. Падабаецца такі пачатак, давай аптымістычны. Ну, але раніца сёння пачалася не моцна, скажем так, па-сяброўску у межах дэмакратычных сілаў. Пасля таго, як спачатку Святлана Ціхановская заявіла, што Лукашенка трэба пакараць, а не ўзнагародзіць. Мы пабачылі у Фейсбуку ваш допіс. Мужа выпусцілі, а астатнія няхай сядзяць. Чаму, паводле вас, такія заявы не набліжаюць вызвалення палітвязняў? Ну, потому что это заявление абсолютно лицемерно. С одной стороны, офис утверждает, что он просит США содействовать освобождению политзаключенных, и сам как бы вроде участвует в этих процессах, встречается иногда заместителем помощника госсекретаря Кристофером Смитом, как и мы, и просит о помощи. А потом выходит с заявлениями, что визит Келлога был напрасный, и нельзя нормализовывать практику освобождения за визиты и контакты. Но для меня это удивительно. У людей вроде бы есть опыт. Близкого человека освободили. Есть понимание, что работает одновременно и давление, и переговоры. Это про то, что многие говорят у нас в демократическом движении. Павел Латушко про это говорит, что нужно комбинировать стратегию переговоров и давления. Ну, а вот люди не понимают, они выходят почему-то, продолжают делать странные заявления, которые даже не соответствуют тому, что говорит Сергей Тихановский, который видел эти ужасы там и только что вышел оттуда. Он четко сказал, что главная задача – это освободить людей, достать их оттуда, из тюрьмы, из заложников. И потом Светлана Тихановская, ну, видимо, больше ее советники, которые пишут ей вот эти комментарии, осознавая всю ответственность этих действий, осознавая всю тонкость дипломатических процессов, продолжают делать такие безответственные заявления. Ну, что я могу здесь сказать? 5 лет ничему не учимся, профессионализма не добавляется. Ну, давай я пабуду трошки, давайте я пабуду адвакатам офіса ў гэтым выпадку, бо у тым жа інтэрв'ю спадарня Святлана канкрэтна і кажа, чаму такі мае менавіта быць падыход больш радыкальны і жорсткі. Таму што некаторыя міжнародныя абаронцы правоў чалавека занепакоеныя, што пасля таго, як Лукашенка вызваліў Сергея Ціхановскага пасля візіту ў Менск Келлага, адміністрацыя Трампа аслабіць ціск на Лукашенку. Я так разумею, што цяпер вось такая... Это не вопрос правозащитников. Во-первых, есть коалиция правозащитных организаций. Я как-то не видел, чтобы коалиция правозащитных организаций высказывалась, что она обеспокоена. Я бы хотел попросить Светлану Тихановскую озвучить, что это за такие правозащитники, которые обеспокоены. У них есть официальная позиция, в ней такого нет. Во-вторых, тиск на Лукашенку – это вообще политический вопрос. Правозащитники никогда не комментируют санкции. Поэтому, это просто очередное какое-то вранье и манипуляция. Если Светлана Тихановская или Франок Вечерка нашли каких-то правозащитников, которые против освобождения людей, пусть покажут нам их. Спадару Іван, апошняе у меня пытанне. Камбініраваны падыход, про які вы казалі і кажа Латушка, за яго падчас цяперашняга нашага эфіру галасуе 46% нашай аўдыторыі, трошкі апярэджваючы больш такі жорсткі падыход узмацняць ціск на рэжым. Але вось ва гэтым узмацненні ціску спадарня Святлана прынамсі паслядоўная, і таму, магчыма, мяне зачапіла не гэта інтэрв'ю, а інтэрв'ю з мая, але ў гэтага ж самага падыходу, там, дзе спадарня Святлана сказала, нам патрэбны моцны пасярэднік паміж беларускім народам і рэжымам, мы хочам мірнай змены ўлады. Што мяне збянтэжыла? Мяне бянтэжыць тое, што калі ўсе фішкі ставяцца на падыход пасярэдніка ў дадзеным выпадку Трампа, і нічога не ўкладаецца ў варыянт, што беларусы самі могуць дамовіцца паміж сабой, як палякі ў 80-х. На вашу думку, гэта ў прынцыпе ёсць у гэтым патэнцыял, каб беларусы самі дамовіліся? В этом есть потенциал, но не в 2025 году. Потенциал был в 2020, когда у представителей демократической общности было 500 000 человек на улице. Как сейчас можно белорусскому народу договариваться с самим же белорусским народом? Есть два понятных субъекта противостояния. Это Лукашенко, и он обладает властью в Беларуси. И есть Запад, у которого есть интересы в Беларуси, который может посодействовать тому, чтобы репрессии уменьшились и не снизились. Что такое договариваться народу, в данном случае непонятно. Может быть, когда-то, через 10 лет мы придем к ситуации, как вы говорите, в Польше, национального диалога, и будем договариваться. Но сейчас совершенно другая ситуация. Нужно действовать исходя из реальности, а не пребывать в фантазиях. Іван, у мене до вас питання як до секретаря Координаційної ради.
Падкажыце, калі ласка, а як у каардынацыйнай радзе, дзе таксама ёсць прыхільнікі і ціску, і перамоваў з рэжымам Лукашэнкі, як вы там паміж сабой размаўляеце пра вось той, як вызваляць палітвязняў і ці ввогуле іх магчыма вызваліць? Слушайте, ну вот до недавнего времени единства по этой позиции не было. Да, и те, кто занимался переговорным направлением, у нас там Татьяна Хомич, тоже член Координационного совета, вместе с Ольгой Горбуновой, которая была членом кабинета, Валерием Ковалевским, они отлично эту тему в последнее время проработали. И во многом благодаря им и сформирован этот переговорный трек, и благодаря правозащитным организациям. И есть те организации, люди, которые занимаются вопросами, ну, как они говорят, давления, да, на режим. Я не знаю, там, насколько эффективно. Но сейчас, мне кажется, вот та позиция, которую Павел Латушко озвучил, что нужно комбинировать дипломатию и давление. Но она охватывает, мне кажется, все позиции. И тут, в принципе, сложно чего-то большего добавить. Ну, яшчэ гэту пазіцыю падзяляюць, збольша падзяляецца якраз і гледачы Белсату, якія вось удзельнічаюць у апытанцы, яны кажуць, што трэба камбінаваць таксама і ціск, і перамовы. І ў сувязі з гэтым у мяне да вас толькі адно пытанне насамрэч. А можна неяк камбінаваць вось і ціск на рэжым, і спрабаваць весці перамовы, і пры гэтым не сварыцца паміж сабой? Ёсць ввогуле вось тэарэтычна, практычна, ёсць такая вось ввогуле імавернасць? Хочу добавить, что и мы, как наша команда, всегда были за эту позицию комбинирования давления и переговоров с 2021 года. Можно посмотреть различные высказывания членов наших команд. Что касается сварки, вы знаете, это публичная политика. Она предполагает высказывание разных позиций. Да, это ненормальная ситуация, если все хлопают в ладоши и в едином порыве, скажем так, никого не критикуют. Отсутствие критики – это признак кризиса. Поэтому то, что сейчас критика появляется, это как раз признак того, что появляется динамика в ситуации. Наконец-то происходят какие-то конкретные изменения. И чем больше ситуация будет уже практически близка к какому-то политическому эффекту, к освобождению людей, не знаю, к изменению режима, тем больше будет разноголосия и публичной политики. И в этом, наверное, и ценность, что можно послушать разные мнения людей, а не доверять, скажем так, одному какому-то лицу, который иногда там, что-то рассказывает, свое какое-то представление о происходящем. Одно представление – это же не объективная вещь. Да? Представление может составить, когда ты слушаешь разные точки зрения. Наверное, в этом и ценности. Мы же и есть демократические силы. Этим мы отличаемся от режима Лукашенко. І, Іван, я з вами цалкам згодны, што розныя меркаванні ўсе каштоўныя, но пытанне ў мяне было трошкі пра іншае. Все-таки, калі ўжо там чапляцца за слово, мне б не хацелася чапляцца, але у гэтым матэрыяле ў палітыка там не было такой цытаты, што хай іншыя пасядзяць. І калі выказваюцца розныя меркаванні, то і там крытыка адзін адно, то прынамсі гаварыць цытатамі, а не укладваць словы, которых не было, не гучали словы. Я только про это говорю. Что разные меркования... Я тут не очень понимаю, то ли у нас с вами какой-то семинар по публичной коммуникации, то ли вы намекаете мне, как мне вести свои социальные сети. Абсолютно не. Вопрос Иван, не в этом. хочу... Это вывод, который я делаю из позиции человека. Что человек, Светлана Тихановская, Франок Вечорка, они знают о дипломатических усилиях Соединенных Штатов. Они на встречах говорят, что мы поддерживаем и за. В результате этих усилий выходит муж Светланы Тихановской, не просто кто-то, а близкий человек, за которого она боролась 5 лет. И через неделю человек выходит: нет, нельзя делать даже публичные встречи и менять на политзаключенных, потому что это опасная практика. Я делаю вывод, что у человека действительно нет эмпатии к другим, что человек считает, что не надо использовать эти инструменты, даже получив такой вроде бы важный для себя опыт, увидев, что это работает, что комбинация давления и переговоров работает. Это мой вывод, который я сделал, и я его написал. Это не цитата, это мой вывод. Спадар Іван, то вы казалі пра вот гэтыя шматлікія інстытуцыі, так, дзе адбываюцца фактычна гэтыя дыскусіі вакол аднага стаўлення, так, да гэтай праблематыкі, то давайте, можа, да эфектыўнасці звернемся. Сёння якраз Светлана Тихановская абмяркоўвае гэтае пытанне вызвалення палітвязняў з прэзідэнтамі, увага, Літвы і Нямецчыны абмяркоўвала, так? І яна абмяркоўвае іх па выніках нейкіх супольных пазіцыяў выпрацаваных. Што ўражанне складаецца, што есть краўцоў, што кожны па-свойму думае, але
узгаднення пазіцый няма. Так што да, у нас розныя меркаванні, але офіс лічыць так, і он так робіць. Да, офис Як это действительно отбывается? никогда Як это? ни с кем не согласовывает. Это очень просто отбывается. Франок Вечерка думает, что сказать, пишет буллет-поинты, и потом они их говорят. Что касается встреч с президентами, ну, очень важна адвокация. Я напомню, что Татьяна Хомич встречалась с президентом Германии 2 раза, мне кажется, уже за эти 5 лет и тоже поднимала проблему политзаключенных. Эти встречи, кстати, которые вчерашние проходили на приеме президента Литвы в честь Дня государственной Литвы, то есть это был торжественный прием, где вот удалось переговорить кратко. Что именно Светлана Тихановская говорит про политзаключенных, мне неизвестно. Возможно, она говорит то же самое, что говорит изданию «Политика», что смотрите внимательно, не дай бог, не допустите того, чтобы это стало нормой, чтобы кто-то приезжал и за это Лукашенко отпускал людей. Возможно, она это говорит. Мне об этом ничего не известно. Поэтому я переживаю, я публично поднимаю этот вопрос, что как можно такую позицию озвучивать, когда контекст вроде бы ясен, и все обладают общей информацией касаемо вот этих переговоров. Ну, паглядзім вось, да, наколькі у нас быў спадар Валер Кавалеўскі ў пятніцу ў студыі, ён заўважыў, што вось эта сітуацыя, калі у апазіцыі спачатку мы там за там перамовы, каб вызваліць палітвязняў, так, а пасля выходзіць Сергей Ціхановскі і з пляча рубіць, то это стрэсавыя сітуацыі ў перамовах, так званыя. Пабачым, ці з этой стрэсавай сітуацыі вытрымаюць бакі, у тым ліку, прынамсі, бок афіцыйнага Менска, каб вы свайго лідара так побачили так само, а не только Светланы своего мужа. Неузабаве на воле. Но я надеюсь, что мы придем к моменту, когда в Беларуси будет 0 политзаключенных. Вот. Мне кажется, эта цель озвучивалась много раз и Европейским Союзом, и Соединенными Штатами Америки. И это прежде всего задача. Правильно? Задача же не в том, чтобы просто выпустить людей, а в том, чтобы репрессии в стране остановились. Вот это будет понятным позитивным результатом. Там 1, 1, 2, 5, чтобы освободили, ну да, это для них очень важно, для их судьбы, потому что это ужасные условия. Но в целом же мы же работаем на то, чтобы страна вышла из политического кризиса. Вот это задача, о которой стоит думать. Дякую вялікі, Іван Краўцоў. Ці, Валер, ты яшчэ хацеў? Я толькі хацеў рэмарачку дадаць, Іване, я ніяк не збіраўся вас ні вучыць, ніякіх семінараў праводзіць. Я са свайго боку, вы зразумееце мяне правільна, я вось як нашыя гледачы. Я лічу, што усялякія метады, ці то ціск, ці то перамовы, усё добра, каб людзі выходзілі. То чаму б не дамовіцца паміж сабой, не пачаць размаўляць? Вы за перамовы, вы за ціск, калі ласка, хоць як людзей вызваліць, не сварыцца. Вось это адзіная моя эмоцыя была. Это хороший вопрос. И у нас уже была такая ситуация в 2022 году, когда Франок Вечерка препятствовал формированию Объединенного переходного кабинета. И вы помните, что была тоже публичная спор, когда Павел Латушко это озвучивал. И сейчас опять же такая же ситуация. Франок Вечерка саботирует переговоры с американцев, которые ведут к освобождению политзаключенных. Но он не хочет договариваться. Почему он не хочет договариваться? Почему он не хочет координировать позицию? Но это вопрос к Франоку Вечерка. Это вопрос не ко мне. Дякую вялікі. Ты ще, давай уже, у нас собака мы завершаем, силовика. Мы завершаем. Адзінае толькі вось вам дзякую вялікі за размову сённяшнюю. І толькі хочу выказаць спадзяванне, што і гэта, і іншыя пытанні, калі у вас не атрымаецца дзесьці паміж сабой там дамовіцца, мы гатовыя на Белсаце прадставіць эфір і пагаворым усе разам. Вось уласна гэта мы робім. Дзякую вялікі, глядзім вас. Дзякую. Іван Краўцоў, сакратар каардынацыйнай рады, быў з намі на відэа